С 6 по 12 сентября в Москве проходит чемпионат мира по греко-римской, женской и вольной борьбе. Одна из главных надежд российской сборной на этом чемпионате – борец из Абхазии Денис Царгуш. Денис является действующим чемпионом мира и Европы. В своей весовой категории до 74 килограммов он считается безусловным фаворитом. Денис Царгуш вышел на ковер в последний день мирового турнира. Выступления спортсменов в весовой категории до 74 килограммов по традиции считаются одними из самых зрелищных. И, конечно, абхазскому борцу в этом смысле любителями борьбы уделялось наиболее пристальное внимание. Накануне завершающего дня чемпионата в зале спортивного комплекса «Олимпийский» в перерывах между схватками на большом экране демонстрировались видеоролики про ведущих борцов российской сборной. И нетрудно было заметить, что с особым увлечением зрители смотрели ролик про Дениса Царгуша. Если останавливаться на мне тяжело, то далеко не пойдешь. Надо каждый день себя преодолевать. Добро пожаловать на чемпионат мира в Москву. Борись и побеждай. Накануне выступления у спортсменов не принято давать интервью. А вот тренер абхазского борца Джорджас Беня, который начал заниматься с Денисом Царгуш еще в Гудаутской спортивной школе, и Анатолий Маргиев, который является главным тренером борцовской команды московского ЦСКА, поделились с нами своими надеждами и прогнозами. Все хорошие спортсмены, да, он со всеми боролся. Он действующий чемпион мира. Я говорил, мы никого не боимся, пусть нас боятся, и мы выиграем, я думаю. Конечно, отстаивать тяжелее. Вот его завоевать, если туда стремиться, а отстаивать на него все настраиваются как на чемпиона мира и хотят выдать все, что могут. Это первое. Второе, конечно, есть плюс, что он уже опытный, стал уверенный. Конечно, надо идти на один шаг впереди в развитии борьбы, чтобы туда соперники не обыгрывали. Поэтому есть, будет то же самое, но с другим началом, с другой подготовкой. Есть дорога, ну, целая, есть разные дороги. Чемпионата мира по греко-римской, женской и вольной борьбе разыгрывается 3 комплекта наград в весовых категориях 66, 74 и 120 килограммов. Для абхазских любителей спорта это самый волнительный день чемпионата. На ковер в составе сборной России выйдет борец из Гудауты, действующий чемпион мира Денис Царгуш. Вот как развивались события этого дня в хронологическом порядке. Для того, чтобы добраться до финала, Денису Царгуш нужно было провести 4 боя. Свое выступление абхазский борец начал поединком с молдаванином Романом Дермени.
«Спартак», 12 сентября, 14:30. Денис Саргуш начал выступление на московском чемпионате мира с туше или чистой победы. В 1/16 финала он уложил на лопатки молдаванина Романа Дерменя уже на 58-й секунде первого периода. В 1/8 финала соперником абхазского борца стал кореец Юн Сиок Али. Обладатели Кубка мира. Первый период на ковре. Выиграл боец синий трико Денис Саргуш, Россия.
15:04 Денис Таргуш вышел в четвертьфинал. В 1/8 финала ему досрочно за 3 секунды до конца второго периода была засчитана победа над корейцем Юном Сеока Ли 1:0, 7:0. Следующий соперник абхазского борца – поляк Кристиан Бржожовский. На колесе приглашается Беля Махова, Россия, Даниил Бегинцев. Декабря. Kilos weight category. Red singlet is Bilal Mak, Russia. Blue singlet is Daniel Richetti, Hungary. Первый период декабря выиграл борец
Бахиров, он завоевал 4-е место. Денис Цапуш, Россия, Московская область, ЦСКА. Тренер Хаваев, Маркин. Чемпион мира прошлого года. Чемпион Европы этого года. Победил Денис Цапуш, Россия. 15:58 Денис Саргуш выходит в полуфинал. В четвертьфинале он победил поляка Кристиана Бжожовски 1:0, 1:0. Теперь ему предстоит поединок за выход в финал с венгром Габором Хатышем. Сейчас придется трудно. Но что сделаешь? Спортсмены уже были готовы. Наконец-то красный. Победу одержал Алмаз Багаев, Россия. Winner is Alan Bogaev, Russia.
17:34 Денис Саргуш в финале. В полуфинале он победил венгра Габора Хатыша 3-0, 1-0. К поединку за звание чемпиона абхазский спортсмен подошел, не уступив соперникам ни одного очка. В перерыве перед решающей схваткой мы пообщались с болельщиками из Абхазии и не только, которые приехали в Москву поддержать Дениса Саргуш. На самом деле, когда ты видишь, что борется твой земляк, ощущения совершенно другие. Откуда появляется волнение, хотя я опять же говорю, что борьба – это такой, наверное, такой достаточно специфический вид спорта, и поэтому я не ожидал от себя таких ощущений о том, что вот мне будет настолько интересно и захватывающе смотреть на эти поединки. Ну и особенно хотелось сказать, что в этой борьбе именно Дениса проявляются вот какие-то, наверное, наши качества, решительность, воля к победе, какая-то внутренняя дисциплина для того, чтобы достичь той цели, которой, в принципе, все стремятся, это победить. Я приехал поболеть за своего брата Дениса Саргуша. Я не один приехал, я приехал со своими братьями, чтобы поболеть за нашего брата Дениса Саргуша. Мне понравился его больше всего, его боевой дух, его настрой и наша поддержка боевая. Нам больше всего понравилось, как он выступил. Все встречи он вытащил. Все, приехал на чемпионат мира, чтобы болеть за Дениса Саргуша, за нашу национальную гордость Абхазии. И Абхазия лучшая в этом мире. Я любитель вольной борьбы, приехал из Республики Саха. Наш земляк Виктор Лебедев стал чемпионом мира в весе 55 килограммов. И мы дальше болеем за наших борцов российских. И мы сегодня все болеем. И мы, Республика Саха, все болеем за Дениса Саргуша. Мы победим! Денис Саргуш чемпион Абсны Парева! Соперником Дениса Саргуш в финале стал иранец Садех Саид Гударзи. Денис боролся с ним и раньше, причем одерживал победу. Теперь ему нужно было повторить свой успех.
First seatmate is Daniel Richetti, Hungary. Первый период на ковре А выиграл борец в синем трико. На ковре выступает в красном трико Кристиан Жолковский, Польша. Он является бронзовым призером чемпионата Европы, участник 2 Олимпийских игр. В том числе в Афинах он завоевал 4-е место. Денис Саргуш, Россия, Московская область, ЦСКА. Тренер Калай, Маргиев. Чемпион. 12 сентября, 20:39. Историческая минута как для Абхазии, так и для России. Денис Саргуш, двукратный чемпион мира. В финале он победил иранца Садеха Саида Гударзи 1-0, 3-0. Абхазский борец завоевал юбилейную 100-ю по счету медаль для российской сборной за всю историю выступлений на чемпионатах мира и был признан Международной федерацией спортивной борьбы лучшим борцом года. Анализируя прошедшие схватки, скажу, что с корейцем у Дениса непростая схватка была. Так как Денис всегда выходит собранный на ковер, допускает минимум ошибок и любые ошибки соперника как бы обращает свой плюс в свою сторону. На тебя все выходят, да, как бы не то, что все хотят даже выиграть. Некоторые страны, которые могут выйти, да, лишь бы дать бой, да. Такие соперники очень опасны. С одной стороны, еще чем хорошо то, что ты чемпион мира, то, что выходят уже осторожничают с тобой, знаешь, что ты какие приемы делаешь, да, осторожничают и боятся, и это с одной стороны плюс. А с другой стороны, то, что все, да, любой соперник, с какой бы страны не был, на тебя выходит, то, что показать себя, то, что он тоже может биться, да, с чемпионом мира. И как бы я считаю, то, что отстаивать свой титул намного сложнее, чем, да, впервые, да, вот. Намного тяжелее, я думаю, отстаивать. Это, конечно, историческое событие. Денис подтвердил свой статус чемпиона мира 2009-2010 год. Все циклы 2010 года, Ярыгинский турнир, Европа, Россия, чемпионат мира, в борьбе во взрослом 4 цикла. Он все возможности, то, что было более, он подтвердил. И вот этот пояс означает, что он был прошлогодним чемпионом мира и 2010 год. А особо здесь никто не получил такой статус. Мысли были такие, то, что столько людей приехало с Абхазии, да, все болеют за меня. И телевидение впервые, да, вот здесь вот приехало на чемпионате мира с Абхазии, да, это очень приятно. Буквально вчера я узнал, да, что приехали. И то, что вот столько людей приехали меня поддержать, и как бы с моей стороны, наверное, не было красиво, да, проигрывать. И вот по случаю жизни, да, так получилось, мне повезло, то, что, да, я столько людей было, я стал чемпионом мира, уже второй раз выиграл чемпион, да, и
я выиграл так. В первую очередь хочу от всей души поздравить нашего младшего брата Дениса с великолепным выступлением на московском чемпионате мира. На самом деле очень приятно, что вдвойне, что чемпионат мира проходит у нас здесь, на родине, в Москве, в столице нашей родины. И он показал великолепную борьбу, стал двукратным чемпионом мира. В этом году он был чемпионом мира. Поэтому я Денису желаю, он сам родом из Абхазии, что он первый чемпион мира в истории Абхазии. Поэтому я желаю, чтобы он на достигнутом не останавливался, достиг олимпийских высот. И вот так радовал нас всех своими победами. Ответственность огромная, все поддерживают, все болеют за тебя, да, столько знакомых, все подходят, все со своими пожеланиями, все мы ждем от тебя только победы, все да, надеются, что да, только золото, да, иначе ничего другого, да. Тем более у нас традиционно такая сильная команда, и все только ждут от золота, и все. Сутками, потому что я помню, как этот мальчик появился в ЦСКА. Я помню его первые шаги. И я счастлив, что я присутствую при рождении великого чемпиона. Хотел бы в первую очередь слова благодарности сказать тем, кто его поддерживал все эти годы. Это, конечно, его тренер, это, конечно, Андрей Селецкий, ЦСКА. И, конечно, хотел бы сказать огромные слова благодарности вот его друзьям, его соотечественникам по рождению, по национальности, которые огромное количество здесь приехали и от души его болели, его поддерживали. Я видел эти счастливые лица. Видел их переживания, я видел, что они вместе с ним поднимались на этот пьедестал, они были счастливы, слушая гимн нашей великой России, и они были счастливы, что этот великий чемпион, который, в общем-то, на сегодняшний день, в том числе и делает историю маленькой Абхазии. Я хотел бы пожелать всем успехов, хотел бы поздравить, конечно, и преклонить свою голову и обнять родителей Дениса. Я имел счастье быть у них дома. Буквально в прошлом году, после того, как Денис стал чемпионом мира, я им хочу передать огромные слова благодарности за то, что не просто родили и воспитали великого чемпиона, и воспитали великого гражданина, настоящего патриота. Хотел бы передать им огромные слова благодарности. Он настоящий россиянин, и он это доказал сегодня. Настоящий абхазец.